Запылился чемодан. Запылился. Чемоданчик ты мой запылился. Опа. Так, ну что ты, мой дружочек? Не виделись мы с тобой. Сколько уже? Полгода точно. Как тут у тебя дела? Что тут у нас есть или нету? Цепь есть. Ножи, пакеты. Так. По удочкам что? По удочкам что? Так. Так, блеснилки есть. Балансир. Так. Блеснилочка есть. А блесна где у нас? Блесна где у нас? Блесна где-то должны кивки. Балансиры. Тут должна леска быть, по идее. Совершенно верно. Ладно. Будем разбираться. Суета, говорит, пошла. Суетологи. Че, в салон, да, Илюх? А? Ты че, лямпы взял? Да. Красавчик. Печню, сука, нахуй не нашел. А печня есть у меня. Все, полетели, че. Посмотрим. Опа. Че, так прям смело, да? Оп, 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 оп. Так, два рядышком кабанчика. Ну, тут вдоль травы окушок. Сейчас пешенечку соберем. Пешенечку сейчас соберем, и будет все ништяк. Миша говорит, когда хрунка засунет. Да? Так. Опа. Подводно. А тут окуней, знаешь, сколько мелких? Я говорю, сейчас он здесь весь. Да не ссы, ты не ссы. Затягиваю. На, пробуй. Сколько там у нас? Ну, там ты лунку будешь. Пятачок. Пятачок соточку держит нормально. Так, ребята, огонь. Ну что, Мы на льду. Первый лед, так скажем. Короче, не стали никуда мы выдумывать. Прямо возле деревни здесь. А река идет. Вот она еще шугуется. И заводюшка такая. Ну, тут можно побаловаться, окушка так подыркать. Туда-сюда. Короче. Побалдеем. Так, ну что. Первая лунка. Первая луночка, ребята. У нас ни опарыша, короче, ничего нету. В магазине даже нету. Еще не завезли. Будем на безмотолку, значит, пробовать. На блесенку. Есть у меня черви до дробена. Здоровые. Так.
Сейчас надо вспоминать, как это все дергается. Вот такая, ребят, икринка, смотрите. Ну, пойдет. Пойдет такая глубинка. Так, ну что, по дну постучали, как там? И поехали. Поехали кататься. Чисто, ребята, так. От души, как говорится. Для души. Не от души, а для души. Тем более здесь вон рядышком. Прям на машине доехали. Спокойно. А так зимой я вот сюда частенько за живцом приезжаю. В траве, да, в траве надо, Илюха, его. Прям в самой. Здесь кромка травы вот так идет, ребята. И вот надо найти кромочку. И пробовать. Так, ну первые проводки пустые. Я еще так неважно играю, конечно. Надо норовиться. Блин, недавно только донки стоял. Уже он на льду. Сразу не пошла масть. Сейчас дырочек сделаем. Поищем. Так. Будешь буриться? Нет? Так, попробуем ближе к травушке. Чуть-чуть середнячок проскакивает. Первый. Первая рыба сезона. Что с ним делать? Как его отпускать? Все сейчас испугает тут. Сейчас все испугает. В траве стоит. Я вот сейчас посмотрю, ребят будут плевать, пойду. Я видел, вон одного окушка видел уже. Мужики тут все приезжают. Всех ноги буксуют. Так, ребятки, не знаю. Пока что-то пару лунок сделали. Попробую на блесенку, я не знаю, так чисто. Ради интереса. Полюбил я, кстати, эту тему. Без мотылки, блесенки. Раньше как-то не признавался, а сейчас для себя даже интересно половить на вот такие снасти. Так, ну а потом будем мясо еще давать по дробену. Где тут у меня удильничек? Где тут у меня удильничек? Вот такая удилочка. Блесенькие такие моралистики, моропеточки. Легенькая. Это Серега еще подгонял у меня, сам делал. Вот так она удвигается. Очень легенькая, шикарная удилка. Леска 0,14 такая, знаете, чисто побаловаться. Ага, вот здесь трава. Она блеснула, да, трава, потому что она все-таки играет. Так, где тут лунка может без травы? Тут немножко и поглубже. Да чисто так, ребятки, душку оторвать. Ой, как классно-то, а. Это уже не наутилус. Это уже деликатные снасти, ё-моё. Вот эти блесенки у нас, в принципе, работают безотказно.
на любом водоеме. Сейчас побурим тут травку. Посмотрим. На блесну, ребята. Вот это кабан. Вот это окунище. Ну да. Вот это окунище, конечно. Ну, интересуется, значит. Живец, блин. Ё-моё. Друзья, ну что, всем привет. 12 ночи, 12 ноября. В начале ролика, ребята, вы видели, уже было такое небольшое открытие. Но это все баловство. Сегодня, ребята, пробуем. В общем, очередная экспедиция. Открытие зимнего сезона, жерлицы. Уже все готово. Но вот единственный вопрос, ребята, есть ли лед? Да, небольшое волнение, вообще не спал, как обычно, думал хоть покемарить чуть-чуть, ехать там в районе 300 километров. Как обычно, открываю с Васильевичем, ребята, но еду с деревни не один, с нами едет Костян. В общем, грузим весь шмурдяк Костяну, прям до Сыктывкара. Васильевич где-то там, ну, сзади, впереди где-то будет. В общем, на точке мы увидимся. 12 часов ночи, ребят, деревня. Вчера было, ребята, минус 11. Туда, куда мы едем, в районе Пятнашевки. А сегодня уже 0, ребята. Вот такая небольшая интрига. Будет ли лед, будет ли он хороший. Короче, вот непонятно. Вроде как местные сказали, что он как будто бы есть. Но опять же, они далеко не ходили, ловят окуня недалеко от берега. Нам все-таки надо заходить. Короче, очередная авантюра, ребята, но надо делать, надо ехать, надо пробовать. В общем, жду Костяна, ребята, грузимся. Грузить нам немало. Это все, что только мое. Ну, я беру относительно свой комплект. Это раскладушки, столы, палатка, печка. Ну и по мелочи, понятное дело, здесь заморозка, продукты, полная сумка, холодильник, новые жерлицы. Живца, ребята, чтобы вы понимали, привез аж за 400 километров, то бишь с Кирова. Пришлось заказывать, везти, так как в Сыктывкаре нету, еще не завезли. Ящик, бур, саночки. Ну, еще взял чехол, ну, большой мешок. Это будем грузить палатку и будем грузить, ребята, Костяну на багажник сверху. У Костяна багажника не было, сегодня мы его нашли, короче, он его закрутил. Короче, ребята, труба. Ну да ладно. Брикеты куплены, брикеты у Васильевича. Едем, ребята, на 2-3 дня. Так что я думаю, будет интересно, если, конечно, все получится. Ну а так, все, жду Костяна, ребята, и погнали. Первый лед 24-25. Надо открывать. Погода дуркует, качели. Ну, вроде лед должен быть. Так что погнали. Костянчик.
Вот что мне нравится с Костяном, что у него все четко. 12 часов договоренность, 23:50. Тут как тут, по красоте. Костянчик никогда не опаздывает. Здорово, мужик. Ты куда собрался? Да откуда, блядь? Че, грузимся? Да? Посмотри, что тут я подоставал, блядь. Должна влезть. Я заднее сиденье выкинул. Сани в сани. Стабильно. Сани. Тут живец. Тут заморозка. Там, короче. Печень, шмечень. Самина или что-то вон сверху. Заполы туда, понял? И накрыть этой хуйней. Сейчас посмотрим. Давай, что, смотри, что куда. Сейчас как. Что как лучше. Раскладушки палатку наверх, да? Что, палатку? Да? Да. Дом, блядь. Так, я сам не знаю. Стол длинный тоже. Куда ты его там приземлять? И раскладушки. А вот, ребятки, еще вот взяли сани от Тофика. Будем тащить с Костяном, как-то затаскивать вещи. Ну и так у нас полная машина, блин. Потому что маленькими саночками не утащим ничего. Ну все, затянулись вроде, утянулись. Должны доехать, я надеюсь. Так, ребятки, ну что, мы добрались. Дорога, конечно, сложная была. Просто заехали в зиму. 4:30 утра. Вот
4,5 часа мы ехали, получается. Ребят, я уже хожу по льду, чтобы вы понимали. Я уже хожу по льду. Вот так вот. Снега, короче, тут, я не знаю, ребят. Тут уже на технике гоняют вовсю. Вот следы. Костян, от мотособак, да, ведь? Накатано, да? Мы так с тобой смело ходим. Сколько интересно лед, блин. Вот, ребята, уезжали с осени, а приехали в зиму. Такие дела. Так, ну что, у нас 4:30. Василий, кстати, отзвонился там по дороге, он тоже где-то едет. Понятное дело, что в темень мы не пойдем. Надо, чтобы хотя бы немножко рассветать начало. Машины есть, следы есть. То бишь, люди рыбачат. Офигеть. В телеграм-канале пост там выкладывал. Люди пишут, куда собрался, рано. Вот, ребята, 300 километров и зима зимняя. Не то, что есть лед, а уже можно ездить даже на технике. Ладно, короче, что, пойдем пока мы в машину. Да, мы стартанули рано. Ну, думаю, с запасом, мало ли, дорога всякое бывает. В принципе, не прогадали. Вот. Так что, пока в машину. Будет расцветать, будем потихоньку собираться, потому что, ну, я ориентир-то знаю, я здесь уже был не один раз. Озеро большое, интересное, но все равно надо будет смотреть, пишню, не пишню. Ну и нам надо будет с Костяном тащить сани снегоходные, полные шмурдика. Ну, там, может, Васильевич нарисуется как раз. Так что такие дела. Класс. Смотрите, сколько снега, ребята. Вот так вот. Вот столько снега. А у нас все дождем вымыло. Здесь, походу, дождя не было. Огромный. О, фанера надо. Вот такая штука у нас, ребятки, получается. Вот такой у нас сэндвич. Кстати, Васильевич приехал, мы его дождались. Серега. Всем привет. Красавчик, тоже поезд делает. Серега привез у нас топливо, ребятки. О, 5 пачек, думаю, нам хватит. Я думаю, хватит. Вот. Лед, говорят, отличный. Парни тут местные на буранах, говорит, ездят. Так что смело можно заезжать. Какой-то год тут даже на тачках по льду Да? гоняли. Было такое. Офигеть. Ну вот. Вот расцветает, ребят. Как раз Серегу дождались. Вот так, ребята, баул мой. Короче, сани полные. Тут Костянчика подтянули. Костянчик у нас лесовозом будет. Ну, у Васильевича там тоже эшелон, короче.
Жесть. Ты что там набрал, Серега? Все с собой. Как обычно, да? Да. Ничего лишнего. Да. Все нужно, блин. Ну ничего, снежочек есть. Правда, на льду, может, вода сейчас будет плохо. Будем пробовать. Или что, поменяемся? Давай, кабачки, погнали, бля. Все, ребятки, тронули в путь. Серега первый, самый легкий. Костян лесовоз, ну и я самую основную массу тяну. Идем такие, не проверяем ничего. На уверенном, короче. Все, ребятки, на льду. Первый лед. 20-25. Погнали. В такие моменты, ребята, я очень вспоминаю своего Тофика. Как-то ну так. Ну что, ползем с перекурами. Снег навалило, блин. Тяжело. По льду-то думал попроще будет. Ну, идем, ребят, жилец в море стоит. Там парни стоят. Вторую ночь уже отстояли. Плохо. 4 штуки, но крупные. А куда мы ползем? Там 2 снегохода. Там жерлицы стоят. Короче, нам придется дальше заползать. Что-то искать. Там все в жерлицах. Жесть. Фу, весь сырой. Все, братцы, доползли мы. Короче, вроде как будто бы здесь. Там занято. Там стоят. Ну, мы 2 года назад здесь были. Именно в этой локации. В прошлом году мы с Серегой были там вообще далеко. Ну, тут туда не допрем, походу. Все, весь сырой уже. Погода, конечно, тоже такая, не радует вообще. Сейчас сохнем, чай пьем. Что-то надо делать уже. Сколько времени-то? Вот она зима-то, а? Зимушка, зима. 7:32. Блин, надо уже ставить, по идее, жерлицы. Сейчас будем разбираться, ребятки. Распределимся сейчас, где палатку, где что. Лед хороший. Главное, лед вообще огонь. Это радует. Ух. У меня сейчас ноги какой-то, знаешь, как лагуна ебать. Да, ёлкись. Человек, наверное, бахнуть. Это нам не надо. Нам надо. О, зима-то, а? Как встретила-то. Нормально, первый лёдочка. Сейчас души. Такое ощущение, как будто уже глухозимие какое-то. Да, вообще не говорим. Ты что, кушать будешь? Давай, что-то это, конфеты, не конфеты, печенье наверное, взял. Не, надо что-то такого придумать, все равно ебануть. Ну да, с 12 все на ногах. Лед посмотреть какой был.
метров 10 есть. Стабильно. Карасишки, карасишки. Живые там бродяги-то. Два. Это пойдет. Дрова, да? Нет, так-то тема нормальная, да? На самом деле. Ну, альтернатива, я скажу, вообще хорошая. Не бегать, не искать. Ну да, допустим, в каких-то вот Да таких. и ночью, блядь, не надо каждый час просыпаться хотя бы. Да, тут насчет этого базара ноль. Сейчас Косян что-нибудь сверху еще кинем. Еще кинем. Закинем. Да, вот это. Так, ребятки, ну что, понеслась? Погнали наших городских поближе к деревне. Жерлички. Как я скучал по ним. Так, у меня сегодня два комплекта. Танаровские и новые жерлицы. В прошлом году, которые с Пашкой в Твери приобретали. Короче, ничего не понятно, ребята. Местные приехали, там снялись. Походу нифига. Но будем пробовать, что, как говорится. Раз, два, три. Как обычно, на двойничках. На двойничках и карасик у нас. Карасики, карасики на воздушном шарике. Ох, надо вспоминать, ребята. Попер. Так, что, какие дела, ребята, у нас? Берем вот это расширение. Тут сорим. Серега по окуню хочет поработать. Ну, он что-то, я, говорит, прям хочу что-то где-то на удочку. Ну, а Костян рядом со мной туда, в ту сторону. Я, короче, так. Ну, первый день никогда ничего не ясно. Надо искать тропиночку. Потом уже переставлять. Сами знаете, рыбалка на жерлиц — это не только поставил и сидишь там 3-4 дня. Надо будет понимание какое-то иметь. Где-то частенько стреляет, где-то вообще молчит, значит надо смещать и так далее. Лед, первый лед, одно удовольствие работать. Вот единственное то, что погода снежная. Так что работаем, ребятки. Первый лед, огонь!
Неудивительно, ребята, первый лед. Народу море, просто море. Люди заезжают. Вот там идут, видать, окунятники. Ну туда они вдоль берега идут, там окуня ловят. 2 снегохода. Ребята 2 ночи, и там вот мужики заезжают, там в начале окуня ловят. Вот. Хотя это только будни. А что будет здесь в выходные? Наверное, труба. Но озеро не маленькое, озеро большое. Здесь рыбку-то поискать можно, в принципе. Вот. Ну что, Костян работает. Смотрю, тоже попер. И уже, ребят, знаете, вот я вот первую ставлю, вторую ставлю, и все, уже глаз на глаз, короче. Ну, подсматриваю уже, потому что мало ли. Бывало и такое, что первую ставишь, вторую, третью, первая срабатывает, в общем. Бывало и такое, что даже не успевал. Вот. Ну, поглядим, ребятки. Главное, мы на льду. Лед хороший, крепкий. Огонь. И даже снег есть, ребята. Вот это да. Все, иду дальше. Надо быстро выставиться. Ну все, ребята, с Костей прям ровненько выставились. Все готово. Так, сразу, ребят, по количеству жерлиц начнут писать там. У нас, ребят, разрешено как будто бы на человека 10 жерлиц. В общем, во многих регионах 5 жерлиц. У нас 10. Ну, по поисковым, ребята, я сюда ставлю 20. Вот хоть в чем никто ничего не говорил, вот приедет рыбнадзор, пускай наказывает. Найду рыбу, уберу, если будет ловиться. А так, на 5 жерлиц что будешь ловить? Ну что ты будешь ловить? Как ты будешь искать на таком огроменном озере? Это так, к сведению, чтобы там многие не писали. Вот. Ну что, разбросал как-то, не знаю, ребят. Тут по прямой дал, пошевелял. Там вот пятачок забрал. Ну, почаще, потому что в прошлом году, точнее позапрошлом, там были поклевки. Погода мерзкая. Такой, знаете, вроде и тепло, а снег сырой лепит. Прохладно. Народу приехало еще, вон море. Класс, первый лед, ребятки. Ух, супер. Уезжали просто вообще с осени. Мне супруга говорит, ты куда собрался ехать? Я говорю, на лед. Он там будет. Такие дела. Ну пока, ребят, сработок нет. Что у Кости, что у меня. Хотя самое время такое. Так, ребят, ну вот, в общем, я вот так тут забрал прямую. Там потом уже ребята подъехали. Вот, и попер туда.
И у меня там сработка, ребятки, где-то. Вот там ребята, получается. Вот. И у меня загар. Только щелкнул. Поглядим. А Костя вообще туда умотал, блин. Вообще туда. В далекие края. Блин, если у него там будет щелкать, те крайние, блин, он замучается бегать. Ну, на двойниках, в принципе, что бегать. Вон там у Костяна все стоит. Такие Так, дела. ну чё, не знаю. Только-только вот дошел до лагеря и вот смотрю, стоит флажок. В том углу как раз, где там почаще накидал, набросал. Ну непонятно что. Тут такое дело. Сегодня день покажет, а завтра уже может вообще куда-то в другое место побросаем. Непонятно. Что-то жалуются, что типа плохо. Ладно. Идем смотреть, ребята. Вот она, долгожданная, ребята. Можно, говорит, смотреть на 3 вещи. Как... О, заглотила, походу, ребята. Как горит огонь, как текет вода и как крутится жерлица, ё-моё, на зимней рыбалке. Так, позу примем. Сразу ух. Поманим. Поколдуем. Так, ну чё. Рыба. Понятно, что щука. Только какого размера непонятно. Херачит. Угу. Ну, двойники, сам знаешь, братуха. Сейчас вот надо просто себя воздержать. У меня лесочки-то... Главное не пылить. Главное не пылить, да, в этом деле. Давай, конфетка. Сейчас на килограмм ловлю, все, сразу иду палатку ставить. И пельмени буду варить. Красивая. Так, у меня здесь 10 метров лески должно быть. Ну, осталось там немного. Что-то походу мелко, братан. Хотя непонятно что. Надо же пока прокрутит, проглотит, да. Пока проглотит, пока прокрутит, да. Подсекать скоро уже будет. Сейчас будет мотать, буду брать. О, вообще шурагайка, блин. Ага. Пиявка. Вот такая первая щука, ребята. Такая первая щучка. Еще не успела заглотить, кстати. Все хорошо. Первая щука сезона. Так, назевник уже приготовить будет все это дело, чтобы потом не мучиться. Так, ну ладно, карася еще оставим ей. Давай, мать, за бабушкой, за дедушкой, за сестричкой хотя бы, да? На полторушку. На полторушечку, да. Ну вот.
Открыли сезон, ребята. Жерличный. Открыли сезон жерличный. Так, ребятки. Ну вот он сам. Видишь, да, самое последнее. Пока идем, вот вторая. Третья встала. Третья встала, Костя. Вот это пойдет у тебя 3 подряд. Видишь? Сразу же с этой же. А это мотает. Это хорошо. Ну, давай, Костян, делай вещи, как говорится. Это выход. О, ну что такое-то, блин? Это вообще, Костян, живец, блин, ну. Малышка, вообще малышка, блин. Чё тебя как не победить? Вообще молодая, но. Ну тут-то есть такое. Вот там раз еще раз стало. Пока шли, грубо говоря, 2 поднялась. О, бабушкой. Карасик, наверное, еще годный. Послужит, наверное, да, Костян? Шевелится? Да, нормально еще. Она его что-то придавила только. Там зубов-то у нее нету, блин, еще настоящих-то. Так. Что там, Костянчик? Холостая, да? Угу. Туда схожу, посмотрю. Да, скорее всего, Костян мелкая, но... Тут что у нас? Костянчик. А тут помотала. Тут помотала. Вот в стороне. Пусто. А, не, есть. Что, подскрипываешь даже, слушай. Да. Это что-то уже дает. Дом Жареху. стоит. Походу жареху даешь. Ага. О, О, хорош. пойдет. Кило 300, Костя, 400. Красава. Давай опять тюню. Давай! Красавчик. Поздравляю с открытием. Такая, смотрите. Нифига не черная, да, такая? Не, светлая. Светленькая, но. Ну все, открылся, что, Костя? Можешь пельмени варить. А там у меня тоже сработка, ребят. Да я поварю, конечно, мне по кайфу. Андрей там сработал. Там, ребят, пока сюда шли, тоже бахнуло у меня. Ну, вот выход, видите. Вот час он будет в течение 1,5-2 часов, а потом как будто ничего и не было. Так оно, блин, вот у нас рыбалка 3 выходов называется. Утренний, дневной там и к сумеркам еще бывает. Не знаю, утром встаешь и ночью тоже когда-то попадалось. Проверял я часто. Блядь, слабенький, сука. Зевник, Но трешечку Ты не его разожмем. подразогни немного. Да, ты его просто сам подразогни и все. И нормально будет работать. О, по красоте. Ну, такая съедобная, нормально. Так, ребятки, у меня здесь недалеко от лагеря получается. А чё, почему бы нет? Ну, леска есть, Серега. А? Леска есть. Походу тоже мелочь. А будем смотреть, что. А, тут петля сделалась, понял. Петелька. Петелечка. Ну, побит нормально так. Видимо, уперлась, да? Да, и походу. Что ты, бродяга, еще послужишь? Или что ты? Что-то досталось ему? Ну, не знаю, так, что-то зубки-то как будто не особо-то больше. А не, живой. Конечно. Столько караси проехали, бедолаги. Да. Еще сутки в холодильнике жили у меня. Раз, два, три. 3 с половкой, давай там на крупную. Караси из соседнего региона. Сколько, 700 километров проехали? 700, да.
380, считай, до меня. Но до Визники плюс 12. Ну и сейчас сюда, да, почти, считай, 300. Ну вот так-то, да. Путешественники. Путешественники. Так, ну вот. 4 сработки подряд. Не горит? Так, 6-я сработка у нас получается с Костяном уже. А Серега, кстати, здесь 2 окушков поймал. Сейчас пойдет туда куда-то там. В ту сторону бороздить. Что-то он хочет. 10 жилистов он говорит, взял, а так что-то говорит. На вибы хочу поупираться. А мы с Костяном так, потихоньку. До 11 достоим, а потом палатку поставим. Сейчас пока выход все-таки. Так, ну у меня 2-я получается в этом углу. У Кости там все щелкнули. Ну вот, что-то опять держит. Какая-то мелочь, походу. Ну, пожужжала. Будем брать что. Смотри, Костян, водичка выходит. Да, прет. Что-то помотало, ребята, и что-то все стало. Походу еще и выплюнула, блин. Походу опять же мелкая, значит, что. Походу мелкая, зараза. Ну вон, смотри, видишь, порезики. Карась крупный для нее. Вот такая щучка, скорее всего. Пока пастушки, ребят, небольшие. Ну, будем надеяться. Лучшее. А лучшие. Ну вот как-то так, ребятки, пока. Поклевки есть, но рыба мелкая. Рыбка пока мелкая. Народу просто тьма. Вот вам и будни, ребята. С той стороны люди, с той стороны люди. И там народу вообще море. Мы все же подальше ушли. Люди ленятся, поближе встают. Ну, кто на технике, понятное дело, уехали. Ладно, ждем.